планирует семью. Там демография сдвигается к нулю. Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем заседание нашего консервативно-аналитического клуба. Мы в предыдущей серии начали разговор о демографии. Ну и теперь в качестве продолжения вот этого разговора хотелось бы акцентировать внимание, что одним из моментов, который был введен при Иосифе Виссарионовиче Сталине, это был запрет абортов. Прокомментировать этот вопрос хотел бы предоставить Игорю Львовичу. Да, я, в общем-то, достаточно авторитетно этот момент могу осветить, так как я его изучал, конечно, в ходе своей аналитической работы в одной из жизнезащитных организаций белорусских. Прежде всего, надо сказать, что, конечно, как бы вот это видение нового мира, революция, и, значит, был официальный декрет советской власти о легализации абортов в 2020 году в Советской России. Фактически он просто фиксировал положение полной разрухи в умах, в головах, морально-нравственном уровне, которая царила у людей в конце гражданской войны и после империалистической войны. Проблем было всего, очень что много, происходило. очень Да. много. И, конечно, видение, так сказать, троцкистское, которое, собственно, да, было значительно, сильно в руководстве и на протяжении первого десятилетия советской власти. И тем не менее из этого смогли выйти. Мудрость Сталина в государственном руководстве была, как он объяснил, что марксизм был использован как духовное оружие трудящихся, чтобы свергнуть власть эксплуататора, а далее он вел твердой рукой советское государство и, собственно, взял четкий разворот в сторону традиционных ценностей. Да. Статья «Новогодней елки» в «Правде», она была как застрельная. Удаление Демьяна Бедного, безусловно, был, так сказать, пламенный, как говорится, пролетарский трибун и т.д. Но он сделал конек из-за смеяния религии, и оно у него приняло патологические формы, его просто отстранили от этого. И говорят, что в годы войны Сталин развернулся лицом к традиционным ценностям. Это неверно, это ложь по факту. Дело в том, что с 1939 года, с воссоединения Белоруссии, из присоединения к Украинской ССР, тех областей, которые присоединил Советский Союз, там не тронули уже ни храмы, ни приходы, ничего, никакую религиозную жизнь. И, соответственно, она начала уже получать полную общественную легитимацию по всей большой стране. Вот. Но Когда мы говорим запрет абортов не был связан с этим разворотом. Что я хочу сказать? Он был связан с государственным видением, просто чтобы мы видели общую картину, да? Значит, советские демографы, и среди них, кстати, уже был молодой Урланис, который в дальнейшем стал, собственно, ну, вообще, можно сказать, крупнейшим демографом мира, советский демограф, так? Разработали к середине 30-х годов четкие рекомендации, комплексные, по тому, как, значит, добиться увеличения населения, как бы вопреки вектору исторического развития, который шел такой прямо как шестеренки, да. Сейчас я говорю, что, ну, живут люди в трехкомнатной квартире, будет у них один ребенок или трое-четверо, это вообще полностью, так сказать, в голове решается, да. Есть возможности, и чтобы там был только пес, и ребенок, и пес, и чтобы было трое и четверо детей. Вот. А тогда масса населения пошла в города. То есть менялся весь уклад жизни. Из деревни, где ты у колгася на выгоде, по-любому, как бы, любое количество детей вместит хата, и более или менее корова даст молока или дойдет для коровы, переселяться в город. И вот, чтобы работать против этих шестеренок и все-таки не произойти обвалу демографическому, разработали множество рекомендаций, одним из которых было, собственно, выведение вне закона абортов и, конечно, в идеологическом плане. То есть, если у беснующихся троцкистов в 20-е годы это было, значит, завоевание прогресса аборты, уже с конца 20-х годов советская медицина четко стала разрабатывать тему, что это зло.
были запрещены аборты первой беременности уже с 20-х годов, уже с конца 20-х годов. Была такая великая провозвестница Ну, правильно, абортов, потому что маньячка Маргарита Сангер. делают аборты, и в результате просто женщина больше не может рожать. Естественно. Человека-ненавистница Маргарита Сангер, которая все эти идеи проталкивала в США, и в США в самом среди белого населения они были непопулярны, но ее сфокусировали на, собственно, сектор населения негритянского, и ей здорово удалось подорвать вообще и рождаемость, и морально-нравственный уровень негритянского населения. Использовали ее таланты. Она поехала в Советскую Россию в начале 30-х годов. Ну, заслышала она, что это абортивный оазис. Она увидела, что на местности совсем другое отношение людей. Не такое, как было подобных и абортивных маньяков, значит, и суперлиберастов. Совсем уже другое отношение. И она была очень разочарована. Вот. И, значит, собственно, вывели аборты вне закона. То есть стало пониматься, что это уголовное, противоправное деяние. Да, по медицинским показаниям, но по медицинским показаниям можно и есть и наркотические средства, можно получать в аптеках всякое разное другое, да. Вот. Но в общем и целом это стало понятием противоправным. Теперь, что важно понимать, значит, тот момент, когда был введен, вот принято решение ЦИК, оно было комплексное решение, кстати, и про детские садики там было сказано, про ясли, про все. Грубо говоря, государство сообщало, что любой рожденный ребенок государству желанен. У государства нет нежеланных детей. Если в 20-е годы, в начале 30-х, советское государство подняло миллионные армии беспризорников, вырастило из них творческих людей, да? Ну да. Советских патриотов по сей день идут споры, светлая ему память. Значит, Александр Матросов, кто он все-таки был русский или Магдвин, был воспитан, даже неизвестно, да. Вот таких людей выращивала советская власть, из беспризорников, из того, что называется паскудным термином, введенными на фондами социального сиротства. Да. У советской власти не было сирот, и у советской власти не было нежеланных детей. И с 1936 года советская власть сказала, у нас нету нежеланных беременностей. Все беременности желанны для государства. И серьезнейшие были там шаги по поддержке материнства в рамках небольшого бюджета, да, они не были какие-то колоссальные, но серьезные. Главное, что это передавало людям. И вот в тот момент, как принято это решение, значит, десятки тысяч детей, ну, центры Москва, Ленинград, промышленные центры, значит, подскакивает рождаемость во втором полугодии 1936 года. Многие десятки тысяч людей. То есть, прежде всего, уже жизни, уже зачатых детей, которые, не будь этого решения ЦИК, они были бы ликвидированы в утробе, были спасены. То есть, конкретно, значит, только в этих двух больших городах в общей сложности где-то больше 100 тысяч людей были спасены, те, которые уже были в утробе, и, значит, они родились. Кстати, помянули мы детскую смертность в 50-м году. Безусловно, одной из причин резкого снижения детской смертности в условиях той, как бы тогда, небогатой медицины в стране, которая только-только встает после таких испытаний, было то, что репродуктивное здоровье женского поколения с 1936 года резко улучшилось, было лучше в 50-м году намного, чем в 40-м. Ввиду именно, опять-таки, вот этого запрета абортов. Теперь, значит, вот у нас в белорусском экзархате что год собираются, значит, и отмечают скорбную дату легализации абортов в России. Я немножко возвращаюсь назад, в 2020 году, да. Это совершенно беспредметный разговор. И даже, строго говоря, не имеющий отношения к Беларуси. Да, безусловно, легализация абортов – это скорбное событие. Отмечайте тогда, когда оно произошло при руководителе советской страны Никите Сергеевиче Хрущеве. Среди прочих великолепных его достижений в области повсеместного перехода на кукурузу, в области уничтожения артерий, ограбления
нескольких миллионов советских трудящихся людей и уничтожение, собственно, одного из столбов твердых, на котором вся советская плановая экономика зиждилась и стояла. Совершенно беспрецедентное беснование преследования советских верующих людей после того, как при Сталине уже совершенно другое отношение наметилось. Мы этому как-нибудь отдельно посвятим заседание, да, люди вообще об этом не знают. Так вот, он легализовал аборты. Поэтому непонятно, почему в Белых Зархате отмечают некую далекую дату в Советской России и не отмечают как скорбную ту дату, которая имеет отношение к нам всем и к Белорусской Советской Республике. И идет массовый процесс десоветизации, декоммунизации, десталинизации. И нужно вот этим либералам сделать все, чтобы очернить наше прошлое. То есть человек историей не всегда интересуется. Каким бы он там умным не был, он всегда, если он чиновник высокого уровня, он поручит своим подчиненным подготовить материал или докладную записку, типа, ну как было? Вот они ему положили на стол. Ну видите, в 20-х годах была легализация аборта. Такие коммуняки, они в щеке были. Да, Все. да. А давайте ближе, на два поколения ближе. Это хорошо. И уже в Советском Союзе. Это ж уже Да, чуть ли не собственно, полный их. все белорусские земли, они вообще не входили никаким конем в состав Советской России в 20-м году. Попробуйте в адрес Бориса Ельцина сказать хотя бы слово. Да. Или Хрущева. Ну это же не камильфо для вот этих антисоветов. Вспоминаем теорию Антонио Но, кстати, Грамсci именно по вот... уничтожению нации, по развалу государства. Первое, что нужно сделать, это стереть историческую память. Да, безусловно. Все. Уничтожить традиции народа, уничтожить историческую память, тогда с этой нацией можно делать все, что хочешь. Но и в Белых Зархате, кстати, как в других почтенных формациях, да, есть разные мнения. Например, вот этот момент, что разворот лицом к религии в Советском Союзе начался в 1939 году, это мы с вами узнали, собственно, из рождественских чтений Белых Зархатов в прошлом году. То есть разные люди разным взглядом смотрят на прошлое, и, очевидно, разные у них намерения у этих людей. Вот. Но снова подчеркнем момент, собственно, а вот этот великий дранг на возвращение легализации абортов. Как он подписывался? Чем он подписывался? Шла речь о том, что много-много криминальных абортов. Да? Значит, такая есть писательница Улицкая, она, по-моему, тоже лауреат. Ну, Нобелевскую премию дают, значит, всем обсессивным шизопараноикам и параноикам, поносившим Советский Союз, советскую власть. Ну, уже, как было сказано, писавшим. уже Нобелевская премия, это не почет, а это уже, Ну, это уже позор. Это знак. Когда уже было сказано, что зачем Трампу эта Нобелевская премия, как он может быть среди этих людей, которые позорят. Сергей Николаевич, это в отношении мира и литературы. Разные премии, да, но позор или почет – это ценностные оценки. Но объективная оценка фактологическая, что Нобелевская премия по русской литературе – это знак. Это знак службы ЦРУ. Ровно как ЦРУ прокачивала награждение, кого там была первая величина, дутая Пастернак, да, и потом там успели, значит, перебывать еще там, кто там, Бродский, посмертно Мандельштаму дали. Нет, ну, в общем, всякие, значит, люди еврейского происхождения, крещенные православие и ненавидевшие Советский Союз, они, значит, побывали в величинях советской литературы. Вот есть такая Улицкая, у нее освещается эта тема. Как пробивали в начале 50-х годов. И вот, значит, она там описывает картину. Кому-то там важному в министерстве, значит, принесли вот ужасающая, значит, картина. Матка, в которую проросла луковица. Как всеми правдами и неправдами женщины пытаются вытравить беременность. И вот, увидев эту матку, в которую проросла луковица, он там заколдобился, и хотя у него, значит, была приличная женщина, православная верующая жена, и тем не менее он сказал: нет, мы будем пробивать легализацию аборта. Вот, то есть мы видим, так сказать, на каком уровне бредовом, значит, и оторванном от реальности пробиваются эти вещи. Потому что, да,
есть криминальные аборты, где-то проросла луковица в матку, значит, погибла женщина, пытаясь избавиться от аборта. Какая-то женщина погибла, пытаясь от своей жизни избавиться. Какие-то люди погибли, совершая те или другие противоправные действия. Но, почему, освещая тему вот этого благословенного 1,5 десятилетия, 2 десятилетия, 2 десятилетия, жизнь поколения, как я сказал, репродуктивное здоровье прямо как бы улучшилось, да? Почему не говорят о многих несметных, несчетных миллионах советских людей, которые родились благодаря тому, что в стране аборт был вне закона, а будь он в законе, и они бы не родились. Где Инофонд планирует семью, там демография сдвигается к нулю. Где над людьми возвышен Бафомет, там Бога нет и правды тоже нет. И прекращается